Ну, это началось еще в начале, значит, где-то 91-93 году. Это все организовали, конечно, наши земляки, наши старшие товарищи во главе с Фикратом Ахмедьяновичем Табеевым. Много было выходцев из Татарстана, из Казани. И так, чтобы, значит, эти люди не терялись, были как-то вместе общались, помогали друг другу в кадровых вопросах, в решении каких-то вопросов. И они начали общаться на базе Китайгородской стены, значит. Был создан клуб 16. Это все, конечно, было, главный идеолог, все это было создано вокруг Фикрата Ахмедьяновича Табеева. Цель этого, значит, клуба 16 было, значит, вот я уже сказал, значит, вместе помощь друг другу, кадровые вопросы, личные вопросы. И потом, значит, присоединились мы к этому клубу где-то в 1997 году, и я там, значит, отвечал за молодежь. Мы там собирались, праздновали, поздравляли друг друга с днем рождения, обсуждали все, значит. Это было очень полезно для людей, которые только что переехали из Казани, которые мало в Москве еще адаптированы. И основа этого, значит, основа этого движения было в том, что Фикрат Ахмедьянович понимал, что Татарстан, он на 19 лет руководил республикой, все мы об этом знаем, он понимал, что в Татарстане необычные кадры. Люди самоотверженные, с самоотдачей, ответственные. Или это кадры в здравоохранении, или это кадры в силовых структурах, или в промышленности, в экономике. И ему хотелось продвигать этих кадров в Москве. Он по своему видению видел, что таких кадров в Москве нет. И поэтому кадровому направлению Фикрат Ахмедьянович уделял особое значение. Вот, к нам начала присоединяться молодежь, и вот где-то в 1997-1998 году мы уже организовали такое движение «Штаб», значит, штаб татар в Москве. Штаб включает в себя, в основном выходцы были из Казани, но потом уже присоединились все татары, живущие в Москве. У нас в штабе также много людей, которые не татарской национальности, значит, и разных национальностей, выходцы из Казани, или те люди, которые дружат с нами, которые рядом с нами находятся, других национальностей, живущих и общающихся с нами в городе Москва. Рустам Фаидович, а сегодня штаб чем занимается? Какие цели и задачи ставит перед собой? Ну, сегодняшний штаб, он каждые 2-3 года жизнь меняется. Поэтому штаб сегодня очень, наверное, необходим. Он очень необходим молодежи. Очень много у нас молодежи, например, будем говорить, значит, откровенно из простых семей, например, у которых возможностей не так много, значит, в плане родителей, родственников. И вот штаб, он сделан для сплочения этой молодежи, чтобы они помогали друг другу, чтобы в каких-то отраслях вместе двигались, вместе продвигались для адаптации в огромном мегаполисе. Люди, которые, значит, входят в это движение штаба, у них знакомые, значит, и в силовых структурах, и в здравоохранении, и в других отраслях. Одно из главных наших направлений – это, конечно же, сохранение татарской культуры, татарской нации. А любая нация не может быть, значит, без своего сохранения языка. Штаб – это значит, мы все в борьбе. В борьбе с этим, значит, с окружением, которое не понимает то, что с каждым годом у нас пропадает татарский язык, и поэтому для сохранения татарского языка это определенное направление штаба. И всегда, значит, особенно татарская нация, она благодаря исламу сохранила свою идентичность. Поэтому у нас мы проводим мероприятия, вот, первый намаз, вовлечение, значит, татар к мусульманской религии. И мы говорим, все плохо, на самом деле у нас все неплохо обстоит с культурой. Вот в последние 2-3 года у нас было больше 10 концертов в Кремле. Это 5000 татар собираются в Кремле, смотрят, у нас неплохо обстоит с концертами, с артистами, с культурой. У нас вот штаб в организации кремлевских концертов, ни один концерт не проходит без участия штаба. Штаб принимает участие, вот даже взять, давайте возьмем последний месяц. Вот, мы приняли участие в дне рождения, значит, около памятника Габыл-Тукая. Мы приняли участие в Муса Джалила около памятника, значит, чествования узников. Мы, значит, с нашим участием был проведен концерт ансамбль Лунстрема из Казани. Вот, огромное здесь тоже в Москве было событие, это Узгоречье. Также штаб принял самое активное в этом участие. И вот, значит, при поддержке и инициативе штаба была открыта мечеть в Багрыцком районе, в село Красный Бор, 2 недели назад.
Потом, значит, у нас мы проводим, собираем молодежь, принимаем участие в татарских дискотеках, татарской караоке. Вот неделю назад провели экскурсию, она очень интересная, это Москва татарская. Это мы берем автобус, садятся, значит, туда люди, и все, что связано с татарами в Москве, проходит такая очень содержательная, очень насыщенная, полезная экскурсия по Москве. Много у нас инициативных людей, у нас очень много людей в душе, в сердце, которые горят за нацию, горят за татар, понимают вот эту сложность этого вопроса. Значит, поэтому что меня беспокоит? Беспокоит будущее поколение, которое, вот это поколение, оно, наверное, уже потеряно. Отчасти, да, не совсем потерян, но наша задача, чтобы вот это поколение, молодежь, допустим, взять 20-летнее поколение, да, вот, они не все знают хорошо татарский язык уже не все знают фольклор, не все знают культуру. Наша задача не только им объяснить про эту культуру, фольклор наш татарский, но и чтобы у них понимание было, чтобы у них осознание было в необходимости этого. Чтобы они потом уже создавая семьи, были идеологически татарские семьи, чтобы они уже детей вырастили с пониманием, с полным этого. Для этого, конечно же, необходимы ясли татарские, с татарскими воспитателями. Создавать татарские школы, татарские ясли. Понимаете, у нас здесь в Москве татары это одно, в Татарстане это другое. И вот очень в прессе последние 2 дня обсуждается, значит, статья, что каждая татарская, значит, женщина, долг татарской женщины воспитать 3 детей и обучить ее татарскому языку. Вот, например, нам, татарам Москвы, этого недостаточно, нам этого мало. Татарские не просто детей 3 воспитать, она должна идеологически направленных детей воспитать, чтобы эти татары понимали, что они должны добиться больше, чем другие нации, больше и в учебе, и в профессии. Кем бы он ни работал, он должен больше добиваться. И он должен добиться положения в обществе, уважения. Значит, в профессии в своей он должен быть лучшим, потому что он татарин. Я уже не говорю о том, что он должен знать татарскую культуру, историю и фольклор. Финансовый вопрос я вижу в этом только отдельных людях, только пробудить вот в этой молодежи. Мы стараемся здесь создавать какие-то бизнес-сообщества, значит, среди строителей, среди экономики, кто занимается. Я думаю, и испокон веков было всегда, что находились меценаты, находились люди, болеющие душой за это, которые должны... Я вижу это в создании частных, значит, в Москве детсадов, школ. Чтобы это был уровень образования в этих школах, уровень воспитания в этих детских садов на 3 порядка выше, чем в обычных. Чтобы туда конкурс был, чтобы туда люди стремились. Вот есть одна английская школа на Волоколамском шоссе. Вот там съем квартиры вокруг, значит, аренда квартиры, в 3 раза стоит дороже, чем в других районах. Почему? Потому что в этой английской школе учатся, именно в этой система образования в этой школе поставлена так, что она отличается. Вот. У нас проблема с татарской школой в Москве. Она не на должном уровне на сегодняшний день. Конечно, мы очень надеемся на, значит, поддержку муниципальных образований, на поддержку государства. В Московской области у нас это огромный ресурс. Огромный ресурс. Вот, например, в Московской области у нас живет, по данным, 300-350 тысяч татар. У нас нет такой области вообще в России. В Московской области живет 10 миллионов человек, 10 миллионов. Вот. И не во всех городах, к сожалению, организованы татарские общины, не во всех городах. У нас очень хорошо проводятся татарские, значит, сабантуй в Домодедово. У плана штаба, вот, например, каждый 1 сентября мы постараемся бывать в 20 вузах, значит, столицы, организованы татарские общины. Мы стараемся общаться с первокурсниками, встречаться с ними, значит, и вовлекать их в активную жизнь. Понимаете, установка сверху, такого не бывает. Должна сами татары, вот эти молодежь татарская в вузах, поскольку они ведь из всех регионов, это сборные татары, чтобы они не было разделений среди них, чтобы они все вместе дружили, чтобы они все вместе проводили мероприятия, направленные на, вот, на сохранение и изучение татарского языка.
Москве нужен татарский театр. Потому что в Москве очень много центр культуры России, все-таки здесь. Вот на сегодняшний день в Москве 70 театров. Среди них вот 20 основных, где практически аншлаг и полная заполняемость. Татарский театр очень нужен в Москве. Причем при сегодняшней, значит, двойном переводе и при сегодняшней, значит, технических данных можно вполне это свое здание, свою труппу в Москве нужно обязательно, конечно, иметь. Вот приезжает на неделю гастроли Камаловского театра. С каким нетерпением вся татарская общественность ждет их. Все о них читают, все о них знают. Это очень такой долгожданная неделя для всех татар в Москве, приезд Камаловского театра или Тимчурина. Вот вы говорите о деятельности штаба. Вот мы помогли недавно организовать гастроли Челнинского театра, например. Представительства Республики Татарстан, у них функциональные обязанности несколько другие. Они обеспечивают жизнедеятельность правительства Татарстана и президента. Но поскольку у нас просто очень, значит, инициативное полпредство, да, и у нас многие мероприятия совместные, мы им очень благодарны, что они нас привлекают к своим мероприятиям, а в меру своих возможностей мы, конечно, оказываем им содействие. Ну, про татарскую девушку, вот мы уже 5 лет, каждый год мы проводим беседу. Вот многие татарские девушки, они дружат с парнями, да. Если, например, мы стараемся объяснить этим татарским девушкам, молодым, что если у него нет серьезных намерений, значит, она должна смотреть с ним, разговаривать. А серьезные намерения, они подразумевают никьях. Никьях, если татарская девушка, то русский парень при никьяке должен менять свою нацию. Многие этого не знают. Поэтому мы это доводим. Что такое никьях, в каком случае он читается, в каком можно, в каком нельзя, например. Татарская девушка должна быть, конечно же, религиозной. И вот как мы уже сегодня говорили, она не просто татарский язык воспитать должна 3 детей, она должна идеологически мусульман воспитать. Мусульман. И татарская девушка, вот, например, многие татарские девушки не знают, что намаз нельзя читать с нарощенными ногтями или с наколками на теле. Вот что такое наколки на теле? Это вообще больной вопрос, который мы поднимаем каждый год, 5 лет подряд. У нас не должны татарские, мы не можем за всех девушек в Москве отвечать, да, в мире. Но татарские девушки наколки не должны делать. Потому что когда вопрос заходит в замужество, татарским ребятам это не нравится. И начинают все это удалять. Все татарские девушки, в основном наколки все с возрастом удаляются. С огромным, значит, вредом для здоровья. Довести до молодежи, что вот эта молодежь понимала себя в жизни. Кто он, зачем он, почему он. Вот мы постоянно проводим эти беседы с молодежью, чтобы они задумались о своем месте в жизни. Своем месте, и потом, чтобы они пришли к исламу. Все равно, да, им проще будет. Вот. Поэтому только где-то один путь понять себя в этой жизни через ислам. Нужно делать, значит, общие сайты. Сейчас же молодежь в основном находится в интернете. Да? В интернете нужно обсуждать татарские проблемы всем миром. Вот мы поднимаем, вот вы сегодня затронули вопрос татарской девушки. Какая должна быть татарская девушка? Давайте мы это обсудим с американскими татарами, с австралийскими татарами, с китайскими татарами. А они как считают, какая должна быть татарская девушка? Ведь мы, если у нас так положение дел, что у нас будет через 50 лет? Мы идем к сценарию Финляндии или Турции, факультативное общение татарских, значит, общественности. Так что ли получается? У нас очень много татарских певцов. Очень много татарских певцов. Именно московских. Именно московских. Я думаю, что они нисколько не хуже нижегородских или татарстанских или башкирских. Это новая, значит, идет новая такая молодежная группа, значит, певцов, которые занимают здесь свою нишу. И вот надо отдать должное, они все собрались, тоже, значит, совместно с нашим штабом провели свой концерт на высоком уровне. Это было 20 уникальных татарских исполнителей, которые, значит, дали всем понять, что там в Москве уже есть создана татарская эстрада сегодня, отвечающая всем требованиям.
Дом Асадуллаева — это же история. Это история, он, значит, ну как-то у нас есть с ними совместные мероприятия. Вот они проводили недавно, значит, 2 месяца назад, Дни татарской культуры в Москве. Мы тоже приняли, у нас 100 человек в этом участие. Было такое желание мне как строителю, вот, например, почему у нас нет микрорайона татарского, нет поселка Подмосковья малоэтажного строительства, где будут проживать, значит, не только, может быть, татары, но в этом поселке будет и в шаговой доступности, и будет мечеть, и будет, значит, ясли, и будет школа татарская, и клуб татарский, и все там будет на татарском языке. Было бы очень хорошо еще общежитие, чтобы вузы предоставляли. Вот раньше практиковался, это давали целый этаж татарам. И это было, значит, татары своей пели песни, плясали, проводили свои мероприятия. Это мечта штаба — иметь свой коттеджный поселок Подмосковье татарский. Каждый год появляются активные такие в поле деятельности, которые у нас. Ну, наверное, так вот в доступности, наверное, где-то 1500. У нас кто-то выходит замуж, кто-то потом меньше с нами общается. Вот в прошлом году в штабе познакомились и, например, соединили свои судьбы 8 человек. Это уже люди, которые идеологически знают, какую нужно создать татарскую семью. Может быть, они сами, муж или жена, да, они, естественно, татары, они не в совершенстве знают татарский язык. Где-то они упустили, но они понимают, что поколение, которое у них должно быть, оно уже должно быть другим. Кто-то вливается в коллектив штаба, у кого-то времени нет, все-таки Москва. Мы стараемся обязательно попеть татарские песни под баян. Мы стараемся обязательно поплясать наши прекрасные, уникальные и неповторимые татарские танцы. Членом штаба вы познакомитесь с кем-то из наших, вас приводит кто-то, и потом уже мы с вами разговариваем. Надо все-таки, ну как надо, мы никому не запрещаем, просто кому-то здесь с нами интересно, кому-то неинтересно. Вы должны быть позитивно настроены, вы должны что-то нести в наш штаб, в наше общее дело. Вы должны быть позитивно настроены, помочь, значит, людям из штаба. Если это младше вас люди, поговорите с ними. Если старшие товарищи, тоже вы поговорите, проявите уважение и послушайте. Поэтому, пожалуйста, мы открыты для общения. Перспективы у штаба с каждым годом, наверное, все-таки, вот я же говорю, у нас такой был скачок татарской эстрады в Москве. Да? Я думаю, что это здесь немалая заслуга штаба. Мероприятий больше проводится, значит, перспективы. Вот я уже сегодня упоминал полпредства наше. Вот только усилиями и стараниями настойчивости полпредства в Москве, в центре города, были открыты вот Габдулла Тукай памятник, Муса Джалили памятник. Они проводят целые недели уникальные дни, значит, татарской культуры в Москве. Поэтому мероприятий становится больше. Значит, позиции все-таки татары о себе заявляют. И поэтому, значит, мы очень только рады и приветствуем это. Присутствуя на Всемирном конгрессе татар, я бы рассказал о наших, значит, резервах. Вот вы сегодня упомянули, наш резерв — это Московская область, не затронутые в татарской общественной жизни. Наш резерв — это 1,5 миллиона татар в Башкирии проживающие. Наш резерв — это Самара, это Саратов, это Ульяновск, где еще можно татарское, это же не Казань, там сложнее, поэтому там нужно татарские ясли, детсады, я уже не говорю о нашем городе Москва. У нас с этим вопросом, значит, я считаю, что очень плохо обстоят дела с образованием, вот с этим направлением ясли, детский сад в Москве. У нас очень много, я бы назвал несколько героев вот при жизни в Москве. Мы ценим очень, значит, Назифу Каримову, например, да, который проводит клуб «Интеллектуал» в Москве 20 лет. Мы ценим Радика диджея, который 1500 людей каждый месяц татар собирает и татарские песни вместе поют. Много у нас таких героев наших дней, да. У нас очень много врачей, академиков татар. Значит, у нас очень много военных, всех перечислять, например, вот это много генералов, значит, вот, Гореев, например, генерал армии.
Я считаю, это должно быть в каком-то фильме, многосерийный художественный фильм надо снять. Вот исповедь, типа рожденной революцией. Вот взять какую-то деревню, несколько татар, как у них прошло юность, становление, профессия, семейная жизнь, трудности, как они войну пережили. Вот такого вот фильма многосерийного не хватает сейчас. В этот фильм включить культуру, фольклор. Я бы хотел обратиться к молодежи, да, вот чтобы не было, как в той книге, мучительно больно за прожитые годы. Вот даже сейчас я понимаю, что 30 лет назад мы могли многое сделать и многое изменить в плане татарского языка, татарской культуры нации. Чтобы вот молодежь должна к себе отнестись как к волшебнику. Вот каждая молодежь как волшебник. Что-то поменяйте в этом мире. Да? Обратитесь к своим друзьям, поговорите между собой. Если вы живете вот в группе, учитесь, найдите татар, встретитесь, как прекрасно говорить с ними на татарском языке. Учите татарский язык, татарскую нацию. Вот. Это же уникальное вот, явление, татарский язык, он же через века мы его сохранили. Поэтому, значит, нужно его сохранить нам всем сейчас. Для этого нам нужно понимание этого, необходимости этого. Поэтому давайте обратимся, вот пятикурсники, пусть обратятся к первокурсникам. Первокурсники пусть обратятся к своим племянникам, друзьям, которые учатся еще в школе. Давайте все вместе петь наши татарские уникальные песни. Да? Поэтому это у нас национальная идея. И у нас должно быть понимание необходимости этого. И вот у нас многие племянники, которые еще находятся в дошкольном возрасте. Пусть они больше общаются со своими бабушками, пока они живы. Пусть они лето проводят в деревне. Да. Поэтому это же очень важно. И потом это уже тяжело. И потом, когда они будут в возрасте, они это поймут. Ну, все ли они сделали для этого? Потому что это очень важно сейчас. Объяснить понимание молодежи. И вот через этот идеологический рычаг, они должны самосовершенствоваться. Он, значит, должен добиться больше в жизни. И ответственность на нем лежит больше, потому что по каждому татарину потом судят со всей нации. Вот. Он должен понимать, что он татарин, значит, к нему и спрос больше. Вот одна девушка, армянка, ездила по Москве на машине. Вот. Ну а если бы это была татарка? Или же, например, случай с киргизом в Санкт-Петербурге. А если бы это был татарин? Мы должны смотреть, кто вокруг у нас, молодежь татары. Мы не должны упустить ни одного татарина. Поэтому, значит, штаб для нас, для всех открыт. Мы открыты для общения. Значит, с позитивным настроем приходите к нам, мы будем общаться и проводить наши совместные дальнейшие мероприятия.